Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры Иделия Мухамедзянова из Ульяновска и Рустам Байбиков из Саратова. Привет, ребят. Здравствуйте. Надеюсь, что меня сегодня побьют не сильно. Возможно, я кого-то сильно побью своими знаниями. Я пришла на эту игру, может быть, даже для того, чтобы пополнить какой-то свой словарный запас, посоревноваться, ощутить какой-то кураж. Мне кажется, это очень интересная передача, и я надеюсь, что, возможно, даже я выиграю, если соперник будет меня слабее. Рустам, Иделия. Правила первого тура очень просты. Дело в том, что перед вами сейчас появятся две темы, и мы будем выбирать одну из них и в нее играть. В каждой теме 10 слов, которые необходимо перевести с русского языка на татарский. Каждому будет предложено 3 варианта ответа. Если вы выбираете верный вариант, получаете 2 балла. Если же нет, из оставшихся 2 верных выбирает ваш соперник и может получить 1 дополнительный балл. Все понятно? Да. Все отлично, все очень просто. Тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Собрались. Let's go! Уважаемые игроки, перед вами 2 темы. Кто из вас начнет, решать вам. Ну, я думаю, что я уступлю леди. Ага, вот так вот. Я уступлю А я леди. уступлю джентльмену. А она уступит джентльмену. Ну, мне будет вдвойне приятно начать. Поэтому уступим леди, Уступим леди. а она уступит джентльмену. Да. Отлично. Ну что ж, леди, еда, офис. Ну, давайте офис. А вообще лучше еда в офисе. Окей, ну что ж, играем с Иделией. Тема офис. Итак, Иделия, как по-татарски будет работа? Эш, шатлык, каторга. Ну, конечно, каторга – это интересный вариант, но все-таки первое. Эш. Эш. И это правильно. Шатлык – это радость, а вот каторга – это, собственно, видимо, правильный ответ иногда. Играем с вами, Рустам. Переведите на татарский язык слово «бумага». Кагаз, бумази, скатер. Да. Я не знал, что татарский язык намного богаче. Мне, конечно же, нравится вариант бумази. Бумази. Он чуть-чуть по-французски еще. Как имя Марсель. Вот. Но Как все-таки... Фирдяус. Да, тоже бывает. Но это все-таки это кагаз. 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 И это правильный ответ. Между прочим, я рад, что вам понравилось слово «бумази». Это слово придумал я сам, а вот «эскатер» — это «скатерть». Иделия, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «писать». Буярга, язарга, бузарга. Второй вариант. Язарга. Язарга. Есть такое некое ощущение, что это правильный вариант. Ну, я знаю точно. Она знает точно. Она правильно ответила на этот вопрос. Буярга – это красить, а вот бузарга – это портить. Играем с вами, Рустам. Как сказать по-татарски «заработная плата» или коротко «зарплата»? Эшхака, муншаташа, акша. Зарплата. Эшхака, муншаташа, акша. Ну вот эш, я знаю, это работа, да? Мунча, это таши, это что-то, наверное, таскать дрова из бани. Ну, если вам Ну, так что-то такое, угодно. таши, ну, пускай, татарские слова часто похожи. Акча – это деньги. Вот. Ну, наверное, я все-таки остановлюсь на том, что это акча. Акша. Да. Ну вот, видите, простой человек. Люди получают заработную плату, а он получает акша. И все у человека хорошо. И это неправильный ответ. Иделия, есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет зарплата? Эшхака или муншаташа? Ну, я думаю, что первое. Первый вариант ответа – эшхака. Да. Это правильный ответ. Эшхака – это действительно заработная плата. Мунчаташа – это камни в бане. И еще есть такой театр юмористический – мунчаташа. А акша – это просто деньги.
Играем с вами, Иделия. Подскажите нам, пожалуйста, как по-татарски будет распечатать? Кстати, вы часто распечатываете что-нибудь? Ну, честно говоря, нет, не очень часто. Ну что ж, вариант ответа. Эзлерге, сокларга, бастырырга. Так. Нужно исходить из логики. Давайте Всё-таки попробуем. Это точно не первый вариант ответа. Точно не эзлерге. Да, я не буду говорить, что это, потому что не хочу давать своему сопернику подсказок, как он это уже сделал в предыдущий раз. Вот. Мужчины свойственно подсказывать дамам. Ну да. Я думаю, что это третий вариант. Бастырырга. Пусть будет так. Вот как же сложно спорить с девушкой. Тем более, если она обладает логикой. Это правильный вариант ответа. Абсолютно верно. Эзлярга – это искать, а сокларга – это сохранить. Ну, такие вот термины современной IT-технологии. Играем с вами, Рустам. Рустам, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет копировать? Киптерерге, купертерге, кушерерге. Сейчас я посмотрю. Киптерге. Посмотрите, что. Киптерге. Киптер. Киптерге. Кушерерге. Киптерге. Ну, киптерге, наверное, точно нет. А что такое киптерерге, по-вашему? Почему точно нету? Интуиция. 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 Мужская интуиция – это некое неизведанное Ну, оружие. есть. Если женская имеет уже хоть какой-то Если положительный... есть женская логика, значит, есть и мужская интуиция. Кюшерге мне слово вообще неизвестное. Купертерге, оно больше созвучно слову копировать. Вот, оно мне... Купертерге. Да, оно мне больше нравится по созвучию. Купертерге. А вы в школе копировали что-нибудь вот у соседки по парте? Еще как. Мне больше нравится купертерге. Купертерге. Господи, боже мой, я ходай мера бисмилля. Это неправильный ответ. Иделия, давайте вернемся к женской логике. Подскажите, пожалуйста, как правильно будет копировать? Киптерерге или кушерерге? Кушерерге. Кушерерге. Она сказала кушерерге, и действительно сегодня женская логика чуть-чуть сильнее мужской интуиции. Это правильный ответ. Ура! Рустам, купертерге – это преувеличивать, от слова куп. А вот киптерерге – это сушить. Ну, например, волосы. Ну что ж, играем с вами, Иделия. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет подпись? Имла, имза, язу. Честно говоря, первые два слова мне вообще неизвестны. А третье, мне кажется, по корню слово ближе к подписи. К подписи. Поэтому язу. Язу вы знакуете в зале? Конечно. Ну, наверное, да. Бывают все-таки дни, когда она не срабатывает. Я имею в виду женскую логику, друзья мои. Это неправильный вариант. Рустам, ну надо здесь, в этот момент, когда засыпает женская логика, просыпается мужская интуиция. Я уже почувствовал себя комфортно. Я думал, что уже можно будет достойно проигрывать. Подпись. Имла или имза? Язу – это писать, но не подпись. А подпись это? Имла, имза. Ну, пускай там вот буква «З» есть, да? Пускай будет имза все-таки. Имза. И это правильный вариант ответа. Действительно, имза – это подпись. Имла – это орфография. А вот язу – это написание. Играем дальше и играем с вами, Рустам. Как по-татарски будет протокол? Беркетме, белешме, байрак. Так, беркетме, если бы было беркитме, может быть, ни один не ушел. Белешмя что-то такое, бель может быть знание, вот. Белешмя, кстати, знание, как бы. А вот когда вот вам протокол выписывают сотрудники ГИБДД, новые знания, вы получаете? Нет, конечно же. Опыт. Но все-таки я, наверное, настырен чуть-чуть, буду все-таки белешмя. Белешме. Да. Дело в том, что Рустам, каждый раз, получая в руки протокол, получает некие новые знания, поэтому ему кажется, что протокол по-татарски будет белешме.
И это неправильный ответ. Иделия, так все-таки беркетме или байрак? Да, вот здесь опять надо подключать интуицию. Теперь уже Нет, интуиция. логика что-то у меня уже не срабатывает. Ага, логика пас. Можно еще разок? Сейчас я Беркетме? на слух лучше. Как по-татарски будет протокол? Беркетме или байрак? Беркетме или байрак? Байрак или беркетме? Так, ну ладно. Я скажу беркетме, Почему? потому что. Именно по логике. Потому что протокол по версии Иделии Мухамедзяновой будет беркетме. И это правильный вариант ответа. Да, действительно, беркетме – это протокол, байрак – это флаг, а белишме – это справка. Оттуда получаются знания и справки, собственно. Итак, последний вопрос первого тура, именно имеется в виду ваш вопрос, Идели. Как же по-татарски будет заместитель? Урынбасар, саркатип, хисапшы. Значит, заместитель, правильно? Заместитель. Надеюсь, что сработает в этот раз логика в плане там, корней слов. Насколько я знаю, урон – это место, ну, значит, заместитель – корень слова место, тоже так же место. Значит, выбираю ответ урон-басар. Сильная штука, женская логика, друзья мои. Это абсолютно верный ответ. Действительно, урон-басар – это заместитель, саркатип – это секретарь, а вот хисапшы – это бухгалтер. И последний вопрос первого тура, именно ваш вопрос, Рустам. Скажите, как по-татарски будет председатель? Раис, идараши, житакши. Глядя на ответ, я вижу, что... Скажите, как зовут председателя? Раис Идараш. Ильдар. Какой-нибудь Идараши. Житакши. Так. Раис. Председатель Раис. Председатель. Ну, Так, председатель? Житакши Идараши. Ну, даже интуиция не подсказывает. Ну, пускай будет, вот мне нравится по созвучию. Я по созвучию, да? Я же музыкант. Пускай будет житакши. 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 Такой. Житакши. 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 Пропойте слово житакши. Житакши. Поет он лучше, чем выбирает слова с русского на татарский язык. Это неправильный вариант ответа. Играем с вами, Идели. Как же по-татарски будет председатель? Раис или идараши? Ой, каждый раз на меня сваливается вот этот вот вопрос, с него сложный. Вы же благодаря этому получаете дополнительные баллы, понимаете? Да, но мне приходится думать еще вдвойне. Так, ну ладно. Так часто бывает, иногда женщине приходится думать вдвойне. Тогда надо подумать. Значит, кто у нас там председатель? Ага. Ну, честно говоря, у нас также говорят председатель. Председатель. Да. В Ульяновской области, ну там вообще очень просто. Там изба это зба, Зва, колесо это куляса. куляса. Все нормально. Поэтому председатель это председатель. Понятно. Ну, давайте я ткну пальцем в небо, как говорится, и скажу, что это первый вариант Раис. Раис. Итак, ваш окончательный вариант ответа это Раис. Да. И это правильный ответ. Житакши это руководитель, идараши это управляющий, да, а Раис это председатель. На этом первый тур нашей программы подошел к концу. По итогам первого тура, Рустам, у вас 3 балла. Неплохо. Иделия, у вас 12 баллов. Классно. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Впереди вас ждет второй тур и финал. Это телеигра «Переведи», канал ТНВ. Увидимся. Всем добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Иделия Мухамедзянова из Ульяновска и Рустам Байбиков из Саратова. Позади первый тур.
И по итогам этого тура впереди Иделия. У нее 12 баллов. У Рустама 3 балла. Ну что ж, Иделия, Рустам, впереди нас ждет второй тур. Рустам, надо поднажать. Согласно правилам второго тура, перед вами появится снова 2 темы. Нужно будет выбрать. Выбирать их будет человек, у которого большее количество баллов по итогам первого тура. Это вы, Иделия. Тут ситуация абсолютно обратная. 10 слов, и перевести их надо будет с татарского на русский. Но при этом я также предоставлю вам 3 варианта ответа. Если вы выбираете правильный, вы получаете 4 балла. Если выбираете неправильный, то право ответа переходит к вашему сопернику. И в этой ситуации он может заработать 3 балла. Все понятно? Да, Отлично. понятно. Отлично. Ну что ж, тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи», собрались. Let's do it. Рустам, Иделия, перед вами 2 темы. Выбирает Иделия: здоровье и знакомство. Ну, обе темы, конечно, привлекательные, но более привлекательное знакомство. Еще более привлекательное знакомство, еще более привлекательное. Ну, типа того. Играем с вами. Итак, тема знакомства, вопрос номер 1. Как с татарского языка переводится слово «салям»? Как дела? Привет. Ты где пропадал? Не, ну смотря как скажешь слово «салям». Ну-ка скажите мне, пожалуйста, так, чтобы ощущение было как-нибудь по-другому. Ну, например, ты где пропадал? «Салям». То есть, как бы, да? То есть, интонация, все дела, понятно. Ну, ладно, ну, если уже без шуток, то, конечно, это привет. То это привет, и это даже все правильно. знают. Абсолютно верно. Действительно, как дела, это халляр нищек, а где пропадал, обычно говорят, «Койда юрдым». Продолжаем. Играем, Рустам, с вами. Играем. Как с татарского языка переводится слово «исянмесис»? Вариант ответов. Здравствуйте. Привет. Вы еще живы? Ну, хотелось бы сказать, Исян, миссис, вы еще живы? Ну, конечно же, это будет, если было Исян ме, то это как бы обращение к одному человеку. Ну, так как еще там много окончаний, там, букв всяких, то здравствуйте. 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 Он все-таки долго-долго рассуждая решил, что это «здравствуйте». И он абсолютно прав. Потому что если бы «салям» был, то это был бы «привет». А если бы среди вариантов ответа был «синяля хаманисян», что ли? Вот тогда, да, ты до сих пор живой, что ли? Какой-то такой вариант. Ну что ж, продолжаем. Играем с Иделией. Иделия, как с татарского языка переводится слово «исем»? Здоровье, имя, запах. Запах. Исем. Здоровье. Исе Имя. или исем? Исем. Ну это другое дело. Имя, конечно. Имя. Да. Исем – это имя. И это правильно. Потому что здоровье это будет исян лек, ис – это, собственно, запах. Играем с вами. Как с татарского языка переводится слово хатан? Женщина, сестра, жена. 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 Это правильный ответ. Да, действительно, женщина это хатан кыз, а вот сестра будет сингель или опа. Ну, в зависимости от того, младшая она или старше. И далее играем с вами. Как с татарского языка переводится слово ир? Знакомый, муж, прохожий. Ну, я скажу, что это муж. Ир действительно муж, и это правильный вариант ответа. Потому что знакомый будет таныш, а прохожий утыбаруще, узыбаруще, дар мужик. Ну, кэше в данной ситуации. Рустам, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово хизметтеш? Работа, сослуживец, уборщица. Хизмет. Так. Так, ну, по-моему, не сослуживец. Не сослуживец. Не коллега. Ну, работа, наверное, все-таки эш, да? Уборщица, наверное, как... Ну, все-таки, получается, сослуживец. А я думал, что женская логика не поддается изучению. А нет, оказывается, друзья мои, с мужской логикой тоже очень много секретов. В итоге ваш вариант ответа? Второй сослуживец. Сослуживец. И это правильный ответ. Молодец. Молодец. Уборщица это жиштаруще. Да, опять. Вот. Работа это эш, а хизметтеш это сослуживец. Да. Играем с вами, Дели.
Как же с татарского языка переводит слово «дустам»? Мой друг, мой враг, мой знакомый. Ну, я думаю, что это друг все-таки, потому что дустам, миным, значит, мой друг. Не мой враг Нет, конечно. и не мой знакомый. Я думаю, что нет, не знакомый, все-таки друг. По ее версии, «дустам» один это друг мой друг. И это правильный ответ. Действительно, а душман это враг, а туаныш это знакомый. Рустам, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово туанышу? Развод, танец, знакомство. Тут в зависимости, как последовательности выстроить, мне кажется, конечно. Ну, раз мы с вами играем, тема у нас знакомство, тогда это все-таки не развод. Вот, это будет все-таки знакомство. Это будет все-таки знакомство, сказал Рустам. И это правильный ответ. Ну, тут, знаете, ситуация с разводом действительно очень сложная, потому что в классическом его значении развод это оайрылшу, то есть когда два человека прожили в браке какое-то время и развелись. И танец это бию. Ну, собственно, вам ли, не музыкантам, не знать, что бию это танец. Играем с вами, Идели. У нас последний вопрос второго тура из тех, которые предназначены вам. Как с татарского языка переводится слово «нихаль»? Какие новости? Как дела? Приходите в гости. Ага, вот здесь вот я разрываюсь между двумя вариантами, между первыми двумя вариантами. Еще раз тогда можно повторить? Нихаль. Какие новости? Как дела? Приходите в гости. Ну, я думаю, что все-таки это второй вариант ответа. Как дела? Ну, все-таки да. Все-таки да. Все-таки да. Все-таки Наверное, нет. правильно. Ура. Действительно, какие новости обычно говорят «ниндионгалоклар» или «хаберляр». А приходите в гости «кунакакилигис». Все-таки приходите в гости, сказали. «Кунакакилигис». Да. И последний вопрос второго тура, и уходит он у нас к Рустаму. Рустам, как с татарского будет «тонушуга шатман»? Рад знакомству. Не приходите больше. Приятных выходных. Танушуга Шатман. Мне нравится это просто произношение. «Тонушуга шатман». Да. Нет, надо говорить Танушуга Шатман. Вот. Так все же Рад знакомству. рад знакомству. Это абсолютно правильный ответ. Больше не приходите, Бутан Кильмегас, но я, чтобы вам никогда не приходилось говорить этих слов, а приятных выходных. Кунгли яллар, кунгли ялкнер. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемые участники, по итогам второго тура у нас равенство. По 20 баллов каждый. В целом за первый и второй тур Идели, у вас 32 балла, Рустам, у вас 23 балла. Это был не последний тур. Впереди нас ждет финал. Не переключайтесь. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто знает лучше татарский язык. Сегодняшние участники – Рустам Байбиков, город Саратов, и Идели Мухамедзянова, город Ульяновск. Подошли к финалу, с немного разными баллами. У Идели на данный момент 32 балла, у Рустама 23. Кто же победит? Ульяновск или Саратов? Кто знает татарский лучше? Рустам или Идели? Все решит финал игры «Переведи». Ну что ж, ребят, правила финального тура очень просты. Перед вами также будут две темы. Традиционно выбирает их тот, кто набрал большее количество баллов по итогам первых двух туров. И это вы, Идели. После этого будет представлено 10 слов, которые будет необходимо перевести с русского на татарский. Но только в этом случае вариантов ответа я вам не предложу. Если вы отвечаете правильно, вы получаете 4 балла. Если отвечаете неправильно, то право ответа на этот вопрос переходит к вашему сопернику, и здесь он может получить 5 баллов. Ну а победителем игры станет тот, кто наберет большее количество баллов. А если никто не отвечает? А если никто не отвечает, отвечаю я. Все. Итак, перед нами две темы. Время и география. Что мы выбираем, Идели? Время? Окей, время так время.
Итак, тема «Время». Перед нами финальный тур. Начнем. Первый вопрос. Иделия, как по-татарски будет день? Кын. Кын. И это правильный ответ. Играем с вами, Рустам. Как по-татарски будет неделя? Одна. Одна. И это верно. Играем с вами. Как по-татарски будет слово «месяц»? Так, сейчас скажу. Ну-ка, ну-ка. Сейчас. Надо вспомнить. Ай. Ой. И это абсолютно правильный ответ. Как по-татарски, Рустам, будет год? Ел. Ел. Здорово, это правильный ответ. Походу, играем где-то до ошибки. Как по-татарски будет слово «сегодня», Иделия? Бүгін. Бүгін. Кеше, иртәгә, әйе, һәрбер көн. И это правильный ответ. Рустам, как по-татарски будет «вчера»? Затрудняюсь ответить. Хорошо. Вариант ответа переходит к вам, Иделия. И возможность заработать 5 дополнительных баллов. Кича. Кище. Это правильный вариант ответа. Отрываемся. Иделия, ваш вопрос. Как по-татарски будет час? Сагат. Сагат. И это правильно? Рустам, как по-татарски будут часы? Неужели сягатлар? Ну, в какой-то степени, Ну правильно же. видимо, да, и это правильно. Я все же засчитаю этот вариант ответа. Да, действительно, если в значении много наручных часов или обычных часов, то это сагатляр. А так традиционно часы одни, сагат и, собственно, часы сагат. Сагат и сагат. Играем с вами, Иделия. Как по-татарски будет сутки? Ой-ой-ой. Ой-ой. Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Я сразу говорю. Да? Да. Ладно, дадим право ответа Рустаму и возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же будет сутки? Знаешь, я сейчас дам ответ, но он все равно будет неправильный, но пускай будет күндіз. Күндіз. Дело в том, что сутки будет тәулік. А круглые сутки тәулік әйләнәсенә 24 сағат. 24 часа в сутки. Вот так вот. И, ну что ж, последний вопрос финала, и он достается законно вам, Рустам. Как же по-татарски будет эпоха? Эпоха. 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 Это неправильно. Мы играем с Иделией. Иделия, как же будет эпоха? Свалить вопрос не на кого, к сожалению. Я не отгадываю. Вы не Я сдаюсь. отгадываете. Возвращаем вопрос Рустаму. Ага. Я что-то такое слышал, словосочетание, что такое, я гашер, что-то такое. Яңа гасыр. Гасер, вот, гасер. Яңа гасыр. Гасер пускай будет. Гасыр – это неправильный ответ. Гасыр – это век, вакыт – это время. А вот эпоха – это шор или дауэр. Есть такое слово. Никогда не слышал. Ну что ж, уважаемые друзья, на этом финал и в целом наша сегодняшняя игра подошла к концу. Итоги сегодняшней игры. Рустам, у вас 35 баллов. Иделия, у вас 53 балла. Я вас поздравляю вас, Иделия, с победой в сегодняшней игре. Рустам с участием в рамках данного проекта. И искренне желаю вам подучить немного родной татарский язык. Но это еще не все. Сегодня в гостях у нас люди, которые уделяют львиную долю своего времени искусству. Точнее, музыке. И делают это профессионально. Поэтому от компании «Татарстан Новый век» им достаются вот такие диски. Это вам, Рустам. Рахмет. Учите родной татарский язык.